Как встречают пассажиров в Туркменистане? Изымают личные телефоны, допрашивают, унижают и угрожают. Здравствуйте, уважаемые слушатели! К нам обратилась туркменка, проживающая в Турции, которая в 2004 году вышла замуж за турка и родила 2 детей. По ее просьбе мы не раскрываем ее имя, но она решила обнародовать свою историю, поскольку до сих пор не может забыть хамство, угроз и беззаконие, с которыми ей пришлось столкнуться в Ашхабаде. Итак, в начале 2020 года у меня истекал срок действия паспорта, и я пошла в туркменское консульство в Стамбуле, чтобы подать заявление на его обмен. Там мне отказали и сказали, что мне необходимо поехать в Туркменистан. В феврале 2020 года я с одним из малышей поехала в Туркменистан. В аэропорту Ашхабада я стала свидетелем, как моим согражданам ставили запрет на выезд из Туркменистана сроком на 5 лет. Меня же работники миграционной службы отвели в отдельную комнату и спросили: «Почему ты вышла замуж за турка?» Затем офицер средних лет стал унижать: «Ты что, не могла найти себе туркмена? Чем наши хуже?» Меня сфотографировали и стали допрашивать. Когда я спросила, зачем это делается, мне не дали никаких объяснений. Они забрали мой телефон и начали проверять все контактные данные, приложения, которыми я пользуюсь, фотографии и личную переписку. И устроили настоящий допрос, где я познакомилась с мужем, с кем я общаюсь в Турции. Я не понимаю, какое они имеют право вмешиваться в мою личную жизнь. В Туркменистане я сразу пошла в управление миграции. Там с меня потребовали взятку в $200, чтобы получить паспорт через 15 дней. Иначе надо было ждать до 2 месяцев. Но я не согласилась. Я ехала с надеждой, что в течение месяца вернусь в Турцию. В марте месяце в связи с пандемией Туркменистан закрыл границы. Мне пришлось снимать квартиру в Ашхабаде и по 3-5 раз в неделю ходить и проверять, есть ли возможность вылететь в Турцию таким, как я. В миграции я каждый раз объясняла, что в Турции остался мой 2-й малыш, и я хочу вернуться к своей семье. В такой же ситуации находятся сотни женщин, имеющих брак с иностранцами. Они тоже вернулись в Туркменистан, чтобы просто обновить паспорта. Мы же оказались в этой ситуации только из-за того, что туркменские консульства за рубежом не хотят нормально работать. В течение 7 месяцев я ходила в управление миграции. Там офицер, старше 40 лет, постоянно относился к нам, как к женщинам 2-го сорта. Угрожал, что мы больше никогда не вылетим в Турцию, что если им понадобится, то они наших детей сдадут в детдом, а нас вышвырнут из страны. Меня спрашивали о том, участвовал ли кто-либо из моих родственников в митингах и протестах. Если да, то кто именно? Угрожали, что если я не отвечу на этот вопрос, то я больше никогда не попаду в Турцию. Сказали, что возьмут под контроль всех моих родственников до 7-го колена. Говорили, что своими протестами мы позорим и Туркменистан, и сами опозорились, выйдя замуж за иностранцев. Все это проговаривали со злостью. Особенную ненависть проявляли к туркменским активистам, трудовым мигрантам в Турции.